Друзья, всем большой привет. 2 июня. 3 дня мы не были на реке, 3 дня не проверяли наши продольники. Сейчас я постараюсь объяснить, что, почему и как. Но для начала, сегодня 2 июня, и я хочу в первую очередь поздравить Кассена Бардибековича с днем рождения. Пожелать ему от себя лично и от всех наших друзей на канале огромного крепкого здоровья, счастья, благополучия на долгие годы. Будь здоров, Касан, и всего тебе доброго. 2 июня также был днем рождения и у моего отца. В 2011 году его не стало, ушел из жизни по болезни. Вот, с утра сегодня ходили на кладбище, тоже на могилку. Потом, вот, как мы видим, спахали огород. Не только здесь, но и на том участке тоже еще 2 огорода. В общем, целый день занимались, пахали огород, в общем, так сказать. Вчера, почему я вчера не ходил на проверку? Потому что вчера я был в Троицке, в поселке. С утра поливал дождь, в обед он перестал. Я приехал сюда. Изначально думал, поеду проверять, но так как взяли клубнику, саженцы, надо было срочно посадить. В общем, допахала вот грядку, не знаю, видно, не видно, слева от смородинового куста. Посадил, так, 6,9, 54, 55, 56, 57 кустиков. Маленьких кустиков клубнички посадил, перепахал все, посадил. И сегодня Валентина еще посадила несколько. Вечером собрался было поехать на речку, но набежали тучи слева, справа, везде поднялся ветер, пошел дождь. В общем, никуда не поехал, занимался работой на ютубе. Почему я позавчера не ходил на речку? Потому что был проливной дождь, поливало с утра до вечера. До этого был ветер. В общем, последняя моя проверка была 3 дня назад. Это было у нас какое число? 30, наверное, я уже не помню точно. Но был рабочий день. Вы уже это, конечно, посмотрели. Проверочку мою. Проверил, насадил с утра пораньше. И потом после работы приехал, проверил. Вот. Завтра у меня уже опять рабочий день. Так что сегодня проверяем, насаживаем, проверяем, наверное. Ну, посмотрим, как там, что там, как там будет, посмотрим. Потому что от дождей вода у нас опять, говорят, пошла на прибыль. Не знаю, я 3 дня уже не был на реке. Главное, проверим-то, видно будет. Вот, наши тюльпанчики вот так вот поживают. 3 дня. Мы вас не показывали уже. Сейчас они уже легли спать. Вот эти хорошо распустились. Красотули. Вот это мне тоже очень нравится. Вот эти розовые тоже нравятся очень. Но скоро эти уже отцветут. А эти пока еще держатся. Марьямоль пошла в цвет сегодня. Сегодня у нас потеплело. Сегодня у нас 2 июня. Сегодня у нас 2-й день календарного лета. И очень тепло. Черемуха у нас уже отцвела. Вот сверху немножко еще осталось белого цвета. А так уже все. Не знаю, будут ли ягоды. Но походу что-то завязалось. Вижу зеленые плоды. Сейчас глазом моргнуть не успеешь. Пару недель. И уже будут зеленые ягодки. А потом еще пару недель. Они почернеют. Глазом моргнуть не успеешь. Уже пора собирать. Вот так и лето пролетит. Потом грибы, ягоды. Потом осень. Первый лед. В общем, с каждым годом, который мы проживаем, почему-то времена года пролетают все быстрее и быстрее. Наши годы пролетают еще быстрее. Как-то вот так. Но весенние дела основное вот сделали, вспахали. Теперь нам это дело надо будет с Романом завтра посадить после работы. Вот. Это коротко о моей жизни в деревне. Валентина уехала
Троицк завтра на работу и на прием к врачу, там с мелким надо. С Романом мы остались здесь. Ромка завтра тоже поедет. Опять я останусь один здесь куковать. Ну, как говорится, один не один, но потихонечку дела делаем. Потихонечку. Быстро не получается. Вроде и крутимся, как белка в колесе. Но. Посмотрим, что там с рыбалкой будет. Возможно, еще 3-4 проверки и будем продольники снимать, потому что занимает очень много времени. И пора уже, скоро будет третья вода как упадет, заниматься другой рыбалкой. Все, сажали комары, погнали. Увидимся на реке. Так, друзья, чтобы не быть голословным, буквально пару кадров со второго моего участка. Вот второй мой дом, на берегу которой вот огород спахали. Частично выкосили участок. Травы уже вон сколько. Местами уже трава по пояс. Вон выше даже получается. Вон стоим. Вон местами уже по грудь почти, по пояс. Очень много травы уже выскочило. Почему мы все это делаем? Потому что в это воскресенье уже Троица. И, как говорит поговорочка, скоро-скоро Троица, земля травой покроется. Так вот, у нас травы на Троицу. Она не покрылась травой, она просто уже заросла все. Раннее тепло, вот чертов борщевик опять проклюнулся, прошлый год уничтожал. Вот, и вот участочек, который каждый год уменьшаем. Раньше вот там вот был, вокруг дома. Все, мы это все оставили, забросили. Будет здесь луг, будут здесь кустарник. Там за домом уже высадил смородину. Ну пойдемте, покажу тоже. Раз уж начали проводить экскурсию небольшую, давайте покажем. Вот. Раньше здесь все был огород. Потихонечку все забрасываем. Вот это все будет скоро, не сегодня, не завтра, так послезавтра, после посадки картофеля все выкошено будет. Вон смородина, прошлый год пересаживал, все прижилась. Борщевик тоже чертов растет, но он будет уничтожен. Второй кустик прижился, цветочки. Третий прижился. Вот этот хорошо разросся, тоже цветет. Это культурная смородина. По соседству с борщевиком. Это красная смородина. Тоже янцикадан хорошо растет. Борщевик, естественно, здесь будет все уничтожен. Так, вот кустик. Нет, растет, уже растет аккуратненько. Мы здесь все подергаем. Вот кустик растет. И вот кустик растет. Тут у нас малина по бокам. Здесь раньше все тоже были огороды. Везде были огороды. Все нам картошку сажали, картошку продавали. В общем, раньше я сажал 50 ведер картошки. Собирали 500-600 ведер. Все это сбывали, продавали. Бартер, товары, все. Ну, выживали 90 за счет картошки. Сейчас уже силы не те, да и сбыт не тот. Хотя в этом году картошка хорошо ушла, но очень много трудов. И, как говорится, тяжело со временем стало. Вот сколько травы. Больше метра уже выросла трава. Это 2 июня. Это только началось. Вот это мы все тоже вспахали, будем сажать. Вот такой вот берег. Видим, наша лодочка плавает. За 3 дня вода прибыла. Вчера, говорит, остановилась. Сегодня пошла опять на прибыль. Это, получается, прибывает 3-я вода пошла. Не знаю, насколько она прибудет. Наша задача сегодня достать живцов. Живцы, запас у нас есть. Если с запаса мы не сможем достать, так как вода прибыла, то придется ехать опять к ловушкам и доставать живцы там. Вот у меня во дворе цветет земляника еще дикая. Клубнику мы домашнюю посадили. Это у меня земляничка вот растет. Вот такие вот кустики землянички. А тут у меня растет брусничка.
Вот она, дикая брусничка, вот растет, цветет, вся в цвету тоже. Брусничка растет. Там еще есть жимолость у меня кустик. Рябинка, это вот у меня живая изгородь, про которую я говорил. Это кедр, 3 кедра я посадил. Здесь растут, но тоже не даю как бы разрастаться, верхушки обрубаю. Потому что если кедр растет очень высоко, если я дам ему волю, он вырастет очень большой. А так он пусть разрастается, пушистая, шикарная зелень будет. Вот, прошлый год не дотянулся, вот верхушку одну не срубил. В этом году это все опять так аккуратно постригу, и оно будет густой, такой как кустарник получается. Кедровый кустарник у меня шикарный будет. Не знаю, как он будет приносить плоды. Но, наверное, что-то будет с боковых веток, я так думаю. Но вверх я ему расти не дам однозначно, потому что не хочу, чтобы с моего окна, как говорится, Печора наша родная была видна. Хочу, то есть, вернее, чтобы была видна река Печора, а не кусты, деревья и все такое. Не хочу жить в лесу, чтобы ничего. Жить на берегу реки и не видеть реки — это бред. Так что вот, все, подстригаем. Не вырываем с корнями, а именно подстригаем, потому что здесь у меня как бы 20 лет назад было запланировано сделать живую изгородь, и в течение 20, больше уже 25 лет, наверное, я потихонечку воплощаю это в жизнь. Вот. Как-то вот так. Так и живем. Ну а теперь поехали на проверку. Вернее, даже не на проверку. Рыбы там нет, наверное, по-любому. Может быть, несколько дохлых окушков. Скажем так. Достанем продольники. Наживим свеженьких живцов. И потом, возможно, сделаем сразу же проверку. Вот тогда уже будет проверка. А сейчас там рыбы нет. Вся рыба, что есть, наверное, скорее всего, сошла. Если что-то осталось, то, конечно же, мы вам это покажем. Погнали. Так, воду вычерпали с лодки. Все приготовили. Короткое включение. Покажу нашу Печору с берега. Вот наша метка. Подходил примерно по высоте полметра. Больше воды с последней нашей проверки. За 3 дня. 2 дня она прибывала. Вчера остановилась. Сегодня опять потихоньку, говорят, прибывает. Пока метку не ставим. Примерно запомнил, что да как. Приеду, обязательно поставлю меточку. Ну что, погнали. Бутылочку я свою не нашел. Попробую найти в кустах. Если достану, там в тюрьме у меня есть. Если нет, придется ехать в Курью. Доставать мальков там. Погнали. Посмотрим, как он заведется после 3-дневного простоя. Нейтраль. Нет, без подсоса нет. Раз, 2. Нормально. Погодка прелесть. Что творилось 2 дня. Сегодняшний день нормальный, а 2 дня что творилось? Сначала ветер, просто сильный ветер. Потом ливень. Дождь, сыро, холодно. В общем, летом даже и не пахло. Но теперь все устаканилось. Не знаю, надолго ли. Говорят, на выходные опять дожди. Посмотрим. Поехали.
Попробуем найти мальков. Малечки, малечки. О, сижок или кто плесканулся, или плотвичка. Где-то были здесь. Сломанный кустик. Вот он здесь где-то. Так, стоять. Стоять, стоять. Стоять, стоять. Так, вот ведерочка. Так. Где-то там, глубоко, где-то там, далеко. Веревки у меня не очень. Могу и не достать. Может быть, придется. Так, достали. Достали, достали. Нормально, живем. Так, вот такая вот у нас. Вот такой вот у нас запас живцов. Так, у кого самая длинная веревка? Хорошо, когда есть запас. Так, нужна третья рука. Нормально. Нам хватит на проверочку. Остальное пусть здесь пока побарахтается. Все. Этого нам хватит с запасом. Вот так вот. Все. Ну а теперь самое интересное. Поехали проверять наши продольники. Как-то вот так. Если что-то будет в улове сейчас, то это будет чудом. По идее, я вообще не рассчитываю. Ну, может быть, пару дохлых окушков, пару дохлых окушков, может быть, не больше. Язей точно не должно быть. Возможно, засыпало грузики еще. Посмотрим, что у нас получится. Не, нормально. Грузник засыпан, уже хорошо. Но если будет здесь в улове сейчас яйца, это будет реально чудо. Не, конечно, нет. Нет, есть что-то. Или что-то было. Что-то показалось. Типа что-то дернул сначала. Ладно, друзья, не будем терять время наше и ваше. Не будем показывать проверку пустых продольников. Если что-то будет, то сделаем включение. И, конечно же, и сами посмотрим, и вам покажем.
пока выключаемся. Так, друзья, короткое включение. Поднял продольник, и кто-то дергает. Кто-то за 3 дня решил остаться, что ли, получается. Вот. Вот так. Мы еще и не пустые. 3 дня. Вот такой вот ясь красавец. Дождался. Так. Ну, когда вот так вот попадает, получается. Так, где он? Так. Вот он, вот он. Напутал уже кучу здесь всего. Опа, опа. Вот этого делать не надо. Сплавило немного, потом поднимемся. Поднимаю продольники, даже камеру не включаю, потому что я уже говорил вам, что надежды нет никакой. И вот он, получается, за нижнюю губу. И четенько, не успела раздолбать. Он дождался. Мы еще и с уловом сегодня, получается. Ну, завбур янскадан. Какую большую корягу поймали. Это хорошо еще груз тяжелый и коряга маленькая, так бы унесло. Сейчас поймает второй продольник, наверное, надо было дальше выкинуть. А вот иногда бывает везет в кавычках. Коряга с корнями какая-то проплывает и все продольники одну за одной собирает. Раньше вместо бутылок рыбаки пользовались шестами. Очень удобно, кстати. Дерево проплывает, коряга, шест уходит под воду, коряга уходит, шест всплывает. Очень удобно, очень практично. С бутылками проще, но есть риск потерять продольник. Так, что у нас тут? Ух ты! Кто-то был, но ушел. Ну и ладно. Сейчас все это проверяем, насаживаем и сделаем повторную проверочку. И вот тогда уже мы посмотрим. У нас наступили белые ночи. Ночью не темнеет. Солнышко спряталось за горизонт. Вот сейчас ровно оно между двух берегов. Скоро оно уже будет вставать. Чуть-чуть небольшие сумерки. Как бы через 20 дней день летнего солнцестояния. Самая короткая ночь. Тогда вообще светло будет. Мы это увидим скоро. Так, у нас на одном продальнике вроде бы натяжка. Включил камеру на всякий случай. Что-то там еще осталось. Походу это язь. Он самый. Второй дождался. И там походу дохлый окушарик. По-любому попался за нижнюю губу. Да нет, еле-еле держался.
как-то чудом 3 дня. Почему говорю 3 дня? Потому что он по-любому попал в течение первых 2 часов. Потом уже крючков с мальками нет. Или рыба, или пустой крючок. Одно из двух. Так. У нас что-то есть. Вот так вот. 3-й есть. Но это действительно чудеса. За 3 дня еще и есть рыба, которая осталась на продольниках. Чудеса. Я уже не включаю продольники, чтобы не тратить лишнее время. Вон 3 язя. Я представляю, сколько их было первый день. Ну, еще и на первой проверке что-то поймаем. Что-то уже поймали. Да. И если заниматься рыбалкой, заготовкой, это не рыбалка, это заготовка получается, то можно вот постоянно так вот проверять. Ну, я не знаю, но при желании можно поймать и 50, и 60, и 70 килограмм язя. Не только язя. Было бы желание. Да что желание? Куда потом его? И вот в леднике я уже норму поймал. Консервы ребятам сделал, отправил себе еще пару раз консервы сделаю. Банок 30 получается. Мне пока хватит тоже. Заморожу. Я говорю, еще где-то ведра 3-4 и все, хорош. Будем поднимать. Хорошего помаленьку. Будем заниматься другой рыбалкой. Другую рыбу ловить. Продольники в этом году покормили на славу. Грех жаловаться. Так, у нас походу еще один язык. Да. Есть такой. Правда, продольник запутанный. Не знаю, получится нет его освободить. Но язя мы поймали. Вроде бы как. Подожди пока. Так, тихо. Так, вот что я вам и говорил насчет коряг, деревьев. Вот, походу, одна такая коряга поймала мой продольник. Тихо, будь. И 2 продольника соединились вместе. Этот один зацепил, второй и остановился. Ну, коряга поплыла дальше, а запутала. Так, вот он наш язык. 4-й. Один продольник мы уже порвали. Сейчас попробуем отцепить второй. Ага. Он зацепился об тот продольник.
еще кто-то окушок, что ли. Ага, сейчас попробуем сделать ход конем. Попробуем достать вот этот продольник за веревку. Вот так вот. Ух ты, ух ты. Вот так вот. И за основную веревку попробуем поднять. Может быть, что-нибудь получится. Но это, друзья, неизбежно. Вот то, что долго не проверял. 3 дня. Вот получи результат. Если проверять каждый день, такого обычно не бывает. Если поднимем груз засыпанный, то, может быть, еще распутаем его продольника. Все, груз подняли. Груз спасен. Теперь осталось все это хозяйство нам распутать. В общем, занимаемся распутыванием продольников. Занятия неинтересные, но необходимые, так сказать, издержки производства. Так, еще язык. И зацеп. Это какой у нас по счету? 5-й. Да, 5-й ясь. Чудеса случаются. Еле-еле уже держался. Но, видать, был мой, если дождался. Так, тем временем у нас пока один порванный продольник. И еще вижу один в кустах вон. Унесло тоже его. Сейчас проверим крайний. Вот остался. Закинем этот и будем разбираться с тем. Получается пока минус 2 продольника. Ну и то. Один достали запутанный. Нужно распутать, привязать, закинуть. И с этим сейчас мы тоже разберемся. Видать, коряга какая-то плыла и замотала. Да ладно. Распутал еще один продольник с кустов. И что я вижу? Ох ты! Я вижу еще одного есть. И там еще один. Охренеть. Ну что? Тихо, тихо, тихо. За 3 дня что, не напрыгался, что ли? Так. Еще 2 есть. Так, этот сошел. Ези уже теплые, вода нагрелась. И ези уже теплые. Скоро, значит, лето. Обычно вот так вот весной язя вытаскиваешь, он ледяной. А сейчас они уже тепленькие. Значит, не только календарное лето наступило. Ну вот, не думали, не гадали, а 6 язей мы взяли.
Даже при первой проверке через 3 дня. Неожиданно, конечно, но это хорошо. Так, ну что, в принципе, все распутали. Один порванный продольник стал. И вот один крайний продольник. Сейчас с этим разберемся. Поднимем его повыше. Там промежуток, откуда он переплыл. И будем разбираться с последним продольником. Ну вот и наш крайний продольник. Сейчас посмотрим, как там, что там. Опа, опа. Немножко подзасыпало. Это еще хорошо, что здесь, видать, песок не так насыпает. Если бы мы рыбачили там, выше, повыше, где мы обычно рыбачили раньше, там бывает, день не проверишь, уже груз не вытащить. Здесь нормально. Так, тут у меня один поднятый продольник, лишь бы не перепутать оба. Так что если попадут, надо будет осторожней. А язёк есть. Язёк есть. Вот он идет, двое даже. Так. 2 язя. Ну, как обычно. Наш крайний продольник не подвел. Сейчас попробуем. Сачок. Раз. Два. Да куда ты еще зацепилась? Так и хочешь, чтобы я все перепутал. Вот. Теперь главное ничего не перепутать. Тут у меня уже один продольник лежит. Я поднял второй. Все, аккуратно цепляем. 2 язя на крайнем. И там получается 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, что ли? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8, 9. Друзья, 9 язей. Ну вот действительно это чудо. 3 дня не проверял. На это были причины. Работали. И попало 9 ячей. 9 язей. И практически не потеряли ни одного продольника. Да, были запутанные. Да, снесло 3 штуки. Но практически все мы их распутали. Остался только один запутанный. И сейчас мы его распутаем и поставим на то место, откуда он переплыл. Пока этим занимаемся, попробуем проверить сразу после этого самый верхний продольник, который мы проверили уже, получается, больше часа назад. И посмотрим, ловится рыба, не ловится. Вот эти все язы попали 3 дня назад и ждали меня на крючках живехенькие. Янскадан. Вот такая вот проверка у нас на 2 июня. Тем временем у нас на улице глубокая ночь, но она светлая. У нас на севере ночью сейчас не темнеет. И это здорово. Белая ночь. Наконец-то погода устаканилась. Душа спокойная, душа радуется. Огород спахан. Осталось только посадить
И можно будет, еще выкосить все, сделать изгородь. И до окучивания можно будет съездить куда-нибудь на рыбалку. Это планы максимум. Планы минимум. Сейчас закинуть продольник, проверить, поймал что-нибудь, нет, на самом верхнем. Как-то вот так. Вот так вот мы рыбачим на реке Печора по большой воде. Даже если нужны дни, взял 3 дня отгула, рыба все равно ловится. Ладненько, все, давайте встречаемся на проверке самого верхнего продольника. Так, прежде чем начать проверку, все-таки решил закинуть наших язиков, наш барабан. Чтобы они тут ненароком не подохли. Так, тут у нас что? Икра. Фу, икра начала портиться. Надо барабан помыть бы, конечно. В общем, сейчас помою барабан, закину язей сюда и потом только поедем на проверку. Давайте посмотрим, ловится рыба при подъеме воды на Печоре или не ловится. Продольники насадили свежими мальками, часа 1,5-2 назад, наверное. Посмотрим, что попало нам за это время. Так, первый пустой, но также есть и пустые крючки. А нет, что-то есть. Что-то дергает. Что-то небольшое. Сейчас посмотрим, кто там. Язь. Вот. И первый результат. Так. В барабан у нас ушло только 6 язей. 3 язя приказали долго жить. Сейчас посмотрим, сколько язей мы накидаем за эту проверку. Там они ловили 3 дня. Здесь не прошло даже 3 часов. Первый. Так, здесь у нас тоже что-то есть. Язёк. Язёчек. Но здесь и мальки на месте. Получается, язь не ночью ловится, а рано утром. Но
ночью он ловится тоже. Вот так вот ловится он. Вот так вот. Второй. Вода потеплела заметно. Судя по рыбе, трогаешь, она уже теплая. Вот так вот. Так, как видимость? Нормально. Это поступило уже замечание с первого же ролика, чтобы я чаще проверял камеру. Тише. Гремишь. Здесь никого. Ладно, если пару продольников будет пустых, поедем домой. Проверим лучше утром. Никого. Ну ладно, не будем тратить время тогда, наши и ваши. Мальки на месте. Значит, утренний клев еще впереди, так что надо ехать домой. Оставляем это хозяйство до утра. Ну что, дело сделано. Ночная проверочка показала, что язь ночью ловится. Налима сейчас нет уже, потому что вода согрелась. Но я так думаю, ловится не так хорошо, как рано утром. Так что оставляем наше хозяйство. Пусть они половят. Сами поедем домой. 2 язя поймали и 9 язей попало за 3 дня. 11 язей. Сейчас мы это хозяйство почистим и домой. Встретимся, друзья, на следующей проверке. Она будет уже завтра. Так что до новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока.